Доброе утро, страна. Продолжается прямой эфир программы «Доброй раницы, Беларусь». И вот такая информация. Несколько дней назад в здании Национальной библиотеки Беларуси состоялось открытие завершающего этапа фотопроекта «Я сердцем бачу». Поговорить о нем мы можем прямо сейчас с нашими гостями. Директором телеканала «Беларусь-24» Александром Мартыненко и участником, фотографом Станиславом Богдевичем. Александр, Станислав, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Саша, скажите, во-первых, покажите свое сердце на ладони, как у хорошего белорусского, и как вы им видите, расскажите. Вы знаете, видели наши фотографы, и вот Денис сказал, что завершающий этап начался, он до мая будет продолжаться в библиотеке. Потом библиотеке так понравились наши выставки, они нескольким фотографам предложили отдельно сделать эти фотовыставки. Одна фотовыставка уедет в Гродно сразу же, уже из Могилева, из Витебска нам звонили, они тоже хотят сделать вот у себя такие фотовыставки. А знаете, это же мечта художника при жизни выставляться. Да. Чему посвящена? О чем это? Бачу, сердцем бачу. Не поверите, сердцем можно увидеть только свою родину, да? Только свою страну, те места, где ты живешь, людей, среди которых ты живешь, вот можно увидеть это. Что увидел Станислав? Да, Станислав, как для вас это все? Ой, для меня это очень необычно, потому что я сам по себе необычный. И делаю это необычные видно по вашей прическе. Вещи, да. И вот делаю необычные вещи. Это выходит все-таки за рамки страны. Вот как понять, что вы уже вышли за эти самые рамки в своем мастерстве просто? Но мне кажется, это сугубо личное вот ощущение, когда ты готов себе сказать, что да, ты уже сугубо такой. личное ощущение смотрящего, наверное. Нет, даже. и твои вот как фотографа, потому что в любом случае искусство это субъективная вещь. И если ты пришел к этому, и ты действительно даешь себе отчет в том, что ты делаешь, то какие бы экспертные мнения снаружи не звучали, они, экспертные мнения, к ним можно прислушиваться. Лисичка замечательная. Пора года разная у вас в съемках присутствует? Конечно. Разная абсолютно. Все 365 дней в нашем году. Скажите, ну вообще это вот работы за какое время? За год вы снимали? Или, не знаю, за 5 лет? Или за несколько месяцев? Это за 4 года. Это самый лучший охват собрал, такой, да? Для участия. Но это именно вот эти вот, ну как это называют, 3D, да? 3D работает? Нет, маленькие планеты лучше. Маленькие планеты, да. То есть оно все именно вот в этом контексте выполнено? Да. А какой интерес был у телеканала «Беларусь-24»? Вы знаете, у нас аудитория большая за рубежом, вот, и мы хотели бы, чтобы в первую очередь белорусы, которые по разным причинам уехали, их вот много, в Канаде, в Штатах, в Германии, в России, Украине, чтобы они увидели свою страну, и много нам уже написало людей. Неужели там так изменилось? И скучает очень много. И приехали, замечательно ведь проходит год Малой Родины, и каждый из нас, наверное, хотя бы чуть-чуть часть себя должен отдать тому, что, сделало нас такими людьми, да? То, что дало нам путевку в жизнь. Я думаю, люди, которые уехали, они, посмотрев нашу выставку, обязательно захотят вернуться и побывать, как минимум, в тех местах, откуда они вышли. А вы смотрели работы участников и работы конкретно Станислава как как телевизионщик, соответственно, как фотограф, возможно, либо просто как зритель? Вы знаете, я на 3 этапах был, когда открытия были, и каждый этап я видел что-то такое необычное находил для себя. Я думаю, неужели я раньше этого не замечал? Неужели это у нас? Действительно, просто фантастические были фотографии, работы. Саша, у вас микрофон упал. 1 апреля. 1 апреля. Киваем и продолжаем разговаривать дальше. Я поверил. Посмеялись над шуткой Светланы Боровской. Почему вы не смеялись? Я продолжение хочу сказать, что вот мы определили, что победитель окончательно, кто у нас победит в проекте, у него будет возможность снять Беларусь из космоса, с космической станции. Вот, это же всегда в соревнованиях важен финальный приз, как говорится. Да. А кто же запустит туда человека? Из рогатки. Это ж... Слушайте, да что ж это такое со мной сегодня? Меня и могилевские коллеги развели жестко. Они сказали, что лошади в копыта чипы, и музыка все время играет. И я за лошадь стала переживать. Это была шутка. Теперь вы, Саша. Слушайте, ну почему я верю? Что со мной не так, скажите? Не знаю. Да, все так. Шутка больно хороша. Слушайте, а я верю, что мы когда-нибудь полетим, и из космоса этот фотограф все снимет. Наши космонавты снимали. Я вот хочу по поводу... Они просто фотографа с собой брали. Панорамы, да, маленькие
«Маленькие планеты». Красивое название. Хорошее, Но ведь, отличное. смотри, получается, когда фотограф делает фотографию в одном направлении, Ага. он видит это одно направление, он его фотографирует. Тебе же нужно увидеть 360. Вот это маленький секрет, да, все верно. Я за много лет создания такого контента перестроился на то, чтобы воспринимать окружающий мир именно под таким углом. И когда я прихожу в пространство, я его вижу вот под этим углом, используя свое собственное воображение, и это уже легко получается. То есть и это и есть ваша, наверное, авторская история, потому что так видите только Я вы. думаю, да. Еще нам и не рассказываете. Маленькие планеты. Это секрет. Потрясающий. Да, личный. Практически история «Маленького принца». Вот у Станислава свои Вот маленькие если бы планеты. у вас был фотоаппарат такой, то вы бы нас сейчас тоже сфотографировали своим видео. Я вот думал его взять, но потом передумал. Жаль. Следующая фотография. ошибка. Светлана Боровская. 360. Класс. Что, лет? А все что угодно. Килограмм. 360 лет. Слушай, тьфу на Нет, тебя еще килограмм, лет, это ты уже сама выбираешь. О фотопроекте «Я сердцем Спасибо. бачу» нам рассказали директор телеканала «Беларусь-24» Александр Мартыненко и участник, прекрасный фотограф Станислав Багдевич. А еще здорово, Александр, вам когда- хороших, интересных проектов. Станислав, тебе красивых Здорово, фотографий. когда гости, вот что такое прямой эфир, обладают абсолютным чувством юмора, успели пошутить так, что вот даже вот и клюнули все. Прошу. Зовите нас чаще. Обязательно. Спасибо большое. А мы будем Спасибо клевать. большое, дорогие гости. Да.